Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что случится со дня на день. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я думаю, что все уже настроились, все уже загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто-то будет очень нуждаться в вашей помощи. Вы будете помогать человеку, но сразу хочу вас предупредить, этот человек много наговаривает. Может быть, где-то симулирует, может быть, где-то паразитирует. Одним словом, человек ленивый. Человек привык, может быть, такая традиция уже сложилась, да, перекидывать свои проблемы, знаете, такая кукушка, свои проблемы перекидывать в другие семьи, да, другим людям подкидывать. Могут даже просить вмешиваться в какие-то семейные вопросы. Кстати, могут и родственники попросить вас о какой-то помощи финансовой, что-то сделать, отвести, привести, в чем-то даже уступить могут попросить. Но прежде чем помогать, вы лучше действительно изучите вопрос и для себя, вот лично для себя определите, человек говорит правду, либо приукрашает, наговаривает. Может быть, следует и отказать, использовать это время для себя, либо денежки, если будут просить долг, вы можете использовать для себя, для своей семьи. Здесь явно что-то нечисто. Не бойтесь разочароваться, бойтесь, что вас могут использовать. Так, какие-то важные вопросы на работе, либо связанные с работой, будут решаться. Вам либо предлагать будут, либо вы выступите с каким-то предложением. Если у вас есть идеи, например, да, как улучшить, повысить эффективность своей работы, либо предприятия в целом. Не бойтесь об этом говорить, не бойтесь. У кого-то прям отыграется, что вы идете как спаситель, человек, который вкидывает гениальную идею, которая помогает всем, всему предприятию, да, всему коллективу. Благодарность это как минимум. Но как максимум тут еще и премия может быть, и повышение может быть, что угодно может быть. Не бойтесь своих мыслей, не бойтесь быть смешным. Не бойтесь, что от вас отвернутся, отмахнутся. Нет. Вас обязательно выслушают и действительно примут ко вниманию. Так, для кого-то, кстати, эта ситуация поможет продвинуться по карьерной лестнице, причем сразу через несколько ступенек перейти. Момент для тех, кто работает сам на себя, какие-то интересные идейки у вас будут рождаться, либо вы что-то где-то увидите, услышите, мысли, понимаете, идут мысли, которые нужно ловить, записывать и потом, конечно же, внедрять. Какие-то прям подсказочки могут быть. Случайно что-то увидели, что-то услышали, доработали, додумали, и вот он прекрасный результат. По поводу клиентов, тоже могу сказать, кто работает с клиентами, могут попадаться очень нервные. Человек сам не знает, чего хочет, либо у человека проблемы по жизни, да, на вас может сорваться, да, как-то к вам цепляться. Не обращайте внимания, делайте свое дело, будьте спокойны и не позволяйте, да, всяким таким нервным персонажам срываться на вас. В семье какой-то очень серьезный разговор состоится. Вы будете обсуждать либо будущее детей, либо будущее, может быть, пожилых родственников, может быть, какую-то серьезную покупку, либо какую-то поездку. Разговор
очень серьезно идет, и моментами будет повышаться тон с вашей стороны и со стороны, например, вашего супруга, вашего любимого человека. Я вас умоляю, не доводите до ссор, не уходите в обиды. Если что-то не нравится, не подходит, вы с чем-то не согласны, говорите об этом, говорите прямо. Вот так мне не нравится, либо вот так я не хочу. Выдвигайте свои, скажем так, требования, да, почему нет, свои предложения говорите. Вы должны договориться. Если вы тут поссоритесь, вы, во-первых, отдалитесь друг от друга. Во-вторых, вопрос останется открытым, все равно придется решать. И потом уже придется решать в попыхах. Вам это нужно вот категорически отклонить и избежать. Да? Не ссоримся, договариваемся. Пообещайте сами себе, что вы не будете обижаться и вы будете договариваться до конца. Если человек отворачивается, не хочет слушать, идите за этим человеком, принудьте его вас выслушать. Я вижу, что вы можете порешать все. Все можете порешать, причем и не поругаться, и порешать, и все будут довольны. Так, какие-то билеты вышли, билеты. Почему билеты? Вам важно либо купить будет билеты, либо поменять, может быть, даже билеты. Что-то с билетами связано. Если вы планируете поездку, старайтесь покупать заранее. Не надейтесь, что я приду в кассу, там будет, я куплю. Купите онлайн, либо за день поедьте, купите билеты. Здесь может быть какой-то неприятный сюрприз. Либо вы совсем не купите билеты, либо билеты будут, например, я не знаю, возле уборной. То есть приятного мало. Заранее нужно делать. Даже если вы будете менять билеты, либо отменять билеты, делайте заранее, чтобы у вас все получилось, чтобы не было никаких проблем. Так. Какой-то человек вам что-то пообещал, вы очень ждете, надеетесь, но человек молчит, либо вы понимаете, что, скорее всего, ничего не будет. У вас как нервный какой-то мандраж уже начинается, да, как поступить, дальше ждать, надеяться, либо самостоятельно. Я вам так скажу, мои хорошие, вы не нервничайте. Этот человек, он такой и есть, натура такая. Отмалчиваться, отсиживаться человечек сделает. Вот что пообещал, либо пообещала, обязательно сделает. Пусть это будет в последний момент, но все равно сделает. Не нервничайте, доверьте уже этому человеку. А в следующий раз ищите либо другого человека, либо какие-то другие запасные варианты придумывайте. В этот раз вижу, что понервничаете, но все хорошо закончится. Так. Какая-то спутанная у вас дорога выходит, спутанная. Либо вам кто-то что-то неправильно скажет, либо договоренность. Да? Вы договаривались на одно время, себе там записали, либо запомнили, например, 3 часа, а человек запомнил как, 5 часов. Перед всеми серьезными встречами, договоренностями, да, уточняйте, не поленитесь, уточните, смс-очкой, звонком, переспросите, правильно ли я поняла, либо ты правильно меня понял, во столько мы встречаемся, чтобы не было вот этой накладки, чтобы встреча все-таки состоялась и, например, дело, по которому вы будете ехать, оно было успешным, чтобы пустой дороги у вас не было. Так. Кто-то у меня будет посещать поликлинику, специалистов, может быть, просто чекап будете проходить. Что-то вы будете делать. Почему-то как очередь идет. Много людей. Вам придется ждать. Придется потратить больше времени, чем вы, например, хотели, планировали, рассчитывали. Опять же, такие переживания могут быть из-за этого. Будет желание отказаться. Не отказывайтесь. Не отказывайтесь, стоит подождать. Ничего страшного, вы успеете, все сделаете. И проходите. Вот если нужно пройти специалиста, нужно сдать анализы, делайте. Делайте, не отказывайтесь. И не бойтесь. Не бойтесь, что на вас времени не хватит. Все нормально будет. Так. Кто ищет жилье?
Почему-то у вас в голове дом. Вы хотите дом, хотите новый дом. Может быть, это даже не дом, может быть, вы хотите офис снять. Да, либо вам нужно место, локация вам нужна. Вы очень переживаете, вот вариантов нет. Даже, может быть, объявлений стоящих нет. У вас страх, переживание, что будет. Вы знаете, вы найдете. Может быть, не совсем то, о чем мечтаете, там, чего бы вы хотели там, в идеале, но вы найдете, и место будет очень хорошее. Со временем поймете, что именно о таком месте на самом деле вы мечтали. Место хорошее идет. И вам женщина то ли сдавать будет, то ли как-то вот ключи передавать, то ли вы с женщиной будете договариваться. Женщина очень такая, знаете, не жадная, в деньгах она не нуждается, понимаете? То есть она не будет там накручивать цену, заламывать вам руки и говорить, ну что ты, вот цены сейчас такие высокие, плати мне больше. Нет, очень какую-то справедливую цену вам даст, и вы будете этому тоже очень рады. Хорошая женщина. Так. У кого есть соперница? У кого-то здесь есть соперница, причем такая, ну, на все готовая. На все готовая. Может вам скандал закатить, какие-то претензии, обвинять вас в чем-то может. Это соперница как в любви, так и на работе. И так может отыграться. Это общая цепочка. Разные люди меня смотрят. Значит, вы ее не бойтесь. Не бойтесь. Ни в полемику вступать не стоит. Вот это вот обвинение кидать друг друга, там плохими словами обзываться. Только рот открыла, вы ей сразу, да, пошла и на 3 буквы. Разворачивайтесь и уходите. Все, ей важно зацепиться с вами. Если вы этого момента ей не предоставите, ну, будет стоять там оплеванная, посмешищем будет. Вот. А если вы с ней зацепитесь, ну, нервы себе точно потратите. Вам это нужно? Нет, вам это совершенно не нужно. Так. Поняла, почему она такая злая. Здесь вот от мужчины, вашего любимого мужчины, либо, может быть, мужчина-начальник у вас, какое-то внимание дополнительное к вам пойдет. Может быть, на работе вас будут отмечать ваши успехи, либо вашу трудоспособность, активность, да, на работе будут отмечать, и она прям взбесится. Либо мужчина отдаст предпочтение вам, то есть мужчина выбирает вас, к вам тянется, а она прям беситься начнет. Вот, так что, девочки, посылайте на 3 буквы и не связывайтесь с ней. Она жертва в данном случае. Причем собственных махинаций, собственных грязных дел. Кстати, по поводу мужчин. Здесь у кого-то поклонник активизируется. Поклонник. Мужчине вы очень интересны, очень хочется вас узнавать, общаться с вами. Но что-то мужчину смущает. Может быть, смущает ваш статус. Может быть, вы не свободная девушка. Либо он думает, что вы не свободная девушка. Либо вы уж слишком такая недоступная снежная королева. Мужчина будет делать какие-то попытки общего характера. Это не будет приглашение на свидание, либо это не будет проявление, да, мужского внимания. Это будет какой-то хитрый маневр. Может напроситься вам в чем-то помочь, чем-то разобраться. Может быть, какое-то даже деловое свидание вам назначить. Но при этом вы будете понимать, что все-таки вы ему очень интересны, и он хотел бы именно не делового, а личного. Девочки, если вы это понимаете, берите бразды правления в свои руки и поворачивайте вашу встречу, ваш разговор в правильное и нужное для вас русло. Да, а то он так долго будет смущаться, кругами ходить, толку в этом мало. Так, девочки постарше, где-то вот 55 и дальше. У вас тоска, я вижу, тоска, скука, как-то вот прям заняться нечем. Вас либо кто-то позовет, либо через интернет, может быть, вы найдете как объявление, может быть, самодеятельность, танцы, какое-то мероприятие.
И вы будете думать, идти, не идти. Вот одной не хочу идти, но вы все равно идите. Идите. Во-первых, вы там очень приятных людей повстречаете. А кто-то даже и поклонника себе найдет, а может быть даже ни одного. Обязательно идите. Случайное объявление в интернете, либо кто-то может сообщить, что ой, я там видела, будет мероприятие, да, хочешь, иди. Вот я не могу, я бы хотела, но я не могу. Иди одна. А вы так подумаете, ой, одной как-то скучно, страшно, да, и будете себя отговаривать. Ни в коем случае этого не делайте, идите, поверьте. Очень хорошие, приятные люди, замечательный коллектив, добрые, отзывчивые, ну а кто-то себе жениха найдет. По крайней мере, несколько мужчин будут за вами ухаживать. Так. Здесь, кстати, очень кто-то скучает. Вот скучает по человеку. Человек, может быть, отсутствует человек, сейчас не рядом. И вы очень скучаете без этого человека, либо по этому человеку скучаете. У вас приятные новости от этого человека идут. Разговор по телефону, сообщение. Человек, скорее всего, скажет, что я приезжаю, там, приезжаю такого-то числа. И у вас подъем настроения идет. У вас прям вдохновение проснется, захочется там что-то приготовить, либо себя подготовить к этой встрече. Приятное сообщение от этого человека. Так. Здесь у меня два человека. Но они, скорее всего, в паре были. Но что-то произошло. Развод, расставание, либо глубокая пауза сейчас у людей. Вы друг о друге справки наводите. Вы узнаете про мужчину, а мужчина то же самое узнает про вас. И вы об этом узнаете. Причем вам вот какой-то человечек, который знает и вас, и того мужчину, скажет. Вот для вас это сигнал, что да, это не пауза, это просто вынужденное молчание. Кто-то должен первый набраться смелости и проявиться. И я думаю, что это будет мужчина. Предлог, повод он найдет. Как только он узнает, что вы тоже за ним наблюдаете, собираете информацию, интересуетесь его жизнью, это его вдохновит на какие-то конкретные поступки, действия, чтобы пойти с вами на примирение. Так. С кем-то погода сыграет злую шутку. Почему-то я вижу, что кто-то мерзнет очень сильно. Переохлаждение идет. Мои хорошие. Но вы все разные, вы живете в разных странах, но все равно поберегите себя эти пару дней. Понятно, что погода может быть обманчива. Носите с собой как тепленькую одежду, либо обувь, да, чтобы можно было на теплую, либо на сухую обувь поменять. Может быть, ноги промокнут, а может быть, действительно вышли из дома, солнышко было, а потом похолодало резко. Надо беречь себя, чтобы не подхватить простуду, чтобы у вас не было проблем по здоровью. Берегите себя и не ленитесь, носите с собой либо сменку, либо теплую одежду дополнительно берите. Вот, потому что прям переохлаждение вижу. Человек вроде как здоровый, потом и сопли, и горло, и разбитое состояние. Берегите себя, пожалуйста. Так. Какой-то план по поводу обучения. Обучение, экзамены, получение, может быть, каких-то документов. К сожалению, либо вас не пригласят, либо будет меняться дата экзамена, например, либо поступления на курсы. Ничего страшного в этом нет, это не знак того, что вам не стоит этим заниматься. Наоборот, это вам дополнительное время на то, чтобы подготовиться, либо привыкнуть к этой мысли, да. Не переживайте и не пугайтесь. Так, еще у вас идет переписка. С кем-то очень долго будете переписываться. Да, какой-то прям у вас именно не разговор, а как сообщениями вы обмениваетесь с человеком.
что-то интересненькое узнаете, что-то новенькое узнаете. Вот. Но времени, конечно, очень много потратите. Это минус. Так. Какие-то новости будут противоречивые. Причем вот как несколько раз за день будут меняться новости. И у вас настроение тоже с этими новостями будет меняться. То радостное, то печальное, то наоборот из грустного в радость переходит. Поменьше вы слушайте эти новости, поменьше смотрите телевизор, читайте новостные ленты. Здоровее будете. Так. Какая-то рука к вам тянется с правой стороны. Ну, точно кто-то что-то будет у вас просить. Причем рука, видите, такая вот прям на клешню похожая. Там сколько ни дай, все будет мало. Но с правой стороны либо родственники, ну как близкие, родные люди, да, либо дети, ну либо мужчина ваш может что-то у вас просить, ваш партнер. Да. Кстати, у кого-то отыграется, что будет просить что-то сделать, там, приготовить, может быть, там, зашить, пришить, да, какую-то такую работу сделать. А вы не в силах будете отказать, будете делать. Лисичка у вас тут какая-то бегает, тоже с правой стороны. Это хитрость. Хитрость. Может быть, вы человека в чем-то подозреваете, но человек сможет выкрутиться. Да, это тоже кто-то вот прям близко с вами находится. Так, цветочки у вас вижу. Цветочки. Либо один цветочек, но очень красивый. Кто-то вам подарит. Подарит, и у вас, ну вот, ну, казалось бы, да, что там такого, цветочки. А у вас так настроение поднимется. Вот, еще с каким-то, знаете, посылом таким добрым вам будут дарить, либо с какими-то очень хорошими, добрыми словами. Вот прям как яркое событие. Вы еще будете думать, ну вот как так, да, пару слов, и я растаяла. Но эти слова, они такой эффект произведут, потому что они искренние. Они настоящие. Вы это все почувствуете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.